Наталья Злобина работает в Якутцементе замначальника цеха бетонно-растворной установки. До недавнего времени вместе с ней, но в другом цеху, трудился ее старший сын Денис. Он получил повестку в первые сутки частичной мобилизации прямо на работе под конец смены. Пришел домой и начал спешно собираться, а утром уже выехал в учебную часть Хабаровск. Очень оперативно было сработано. В 11 часов вечера сын пришел с повесткой, то есть время на сборы практически не было. А в 6 утра уже на следующий день ушла машина, увезла ребят. Уехали в Хабаровск. В Хабаровске в учебной части пробыли 2 недели, а через 2 недели их уже отправили непосредственно туда. Херсонскую область? Он в Херсоне, да. Помимо Дениса повестки получили еще 18 работников Якутцемента. Руководство завода незамедлительно выделило им и их семьям материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Помимо этого холдинг «Востокцемент», в состав которого входит Якутцемент, тоже не остался в стороне. Также по холдингу «Востокцемент» у нас оказано сбор спонсорской помощи таким семьям. Если нуждается сотрудник или его семья в какой-либо помощи, мы всегда помогаем и прислушиваемся. На выделенные средства семьи мобилизованных закупили недостающие необходимые вещи для отправки в учебные части. Была создана WhatsApp-группа, где все вместе формировали список вещей и искали способы доставки. Нашли людей неравнодушных, волонтеров. Это компания «Мастер Балдерс». Ребята помогли, молодые, очень хорошо помогли. И молодые девушки, бывшие жительницы Махсоголоха, которые живут сейчас в Хабаровске, они волонтерскую помощь организовали по закупу необходимого оборудования, обмундирования и доставки в воинскую часть. На следующий день после доставки вещей мобилизованные отправились на фронт. Следим за обстановкой, там, где ребята находятся, очень редко выходят на связь, но, по крайней мере, хоть поддерживают связь, это как глоточек воздуха. За всеми 19 мобилизованными сохранят рабочие места. Родные коллеги ждут и верят, что они вернутся и вернутся с победой. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.